Сыктывкарская весна превратилась в сыктывкарскую осень, и это, увы, не режиссерская задумка. Пандемия внесла коррективы и в театральный мир. Творческая жизнь остановилась, но ненадолго. Артисты быстро нашли способ общения со зрителями. Середина марта, в самом разгаре Сыктывкар Сатулыс. Пандемия. Театр, как и весь мир, уходит в онлайн. Фестиваль приостановлен, а вот работа продолжается теперь в интернете. Спектакли наших артистов стремительно набирают популярность. Впереди большие гастроли и опера «Тоска». Чуть позже сказки Гофмана. И все это онлайн. Это сыграло положительный момент в плане пропаганды нашего театра, коми-театра, который оказался... Когда я уже потом был в Москве, мне сказали: вы знаете, мы даже не знали, что у вас настолько сильная труппа. К нам сейчас очень много стало молодых солистов проситься в театр. Для нас это очень приятно, потому что увидели уровень. Мы стали получать приглашения на гастроли за рубеж. Больше 1 200 000 человек посмотрели наши постановки в сети, и это пользователи всего мира. Конечно, сначала никто и подумать не мог, что после изоляции театр будет пожинать такие плоды. Ведь поначалу история с пандемией застала артистов врасплох. Планы были сверстаны на целый год вперед. Я хочу искренне поблагодарить зрителей, которые откликнулись на нашу просьбу, на наш призыв не сдавать билеты, помочь театру, потому что на самом деле, если бы произошла массовая сдача билетов, то театр бы, наверное, очень тяжелые времена переживал. Потому что вы прекрасно понимаете, что те деньги, которые зрители приносят в кассу, они сразу же вкладываются в постановки, в гонорары приглашенным, обеспечение деятельности театра и так далее. То есть деньги фактически были все потрачены. И возвращать зрителям было, можно сказать, что нечего. По купленным весной билетам можно попасть на осенние постановки. Старт уже завтра, а программа насыщенная. Откроет, а вернее продолжит 30-й фестиваль Сыктывкар Сатулыс балет «Золушка», современное прочтение балетной классики. Дальше комическая опера «Любовный напиток» по опере Доницетти. Евгений Онегин в постановке и Бобраковой с участием приглашенных артистов. А еще концерт-аперитив, гала-концерт в честь 30-летия фестиваля, ну и, конечно, визит народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева. Приезд Дениса Леонидовича Мацуева. Он исполнит второй концерт Рахманинова, и вчера поступило предложение от него, что он будет играть 2 отделения. И он предложил играть оба отделения с симфоническим оркестром. Обычно он играет одно отделение сольно, одно отделение с симфоническим оркестром. Для нас большая честь, что поступило такое предложение, и мы, конечно же, соглашаемся, хотя у нас совершенно нет репетиционного времени, но мы будем репетировать, ночью, я не знаю когда. В планах целый ряд просветительских проектов. Например, сотрудничество театра с киностудией «Союз мультфильм», сказки с симфоническим оркестром. Премьера сезона – национальный балет Якова Перепелицы «Егморт». Новая постановка к столетию региона получила грант главы Коми. Еще из республиканской поддержки в театре сейчас обновляют инструменты. Уже купили 4 струнных и гобой. Обновление запланировано на ближайшие 3 года. Ну и гастрольный тур, конечно, тоже планируют насыщенным, ведь всего за месяц объедут 6 городов – Москва, Петербург, Вологда, Петрозаводск, Архангельск, Ухта. Впрочем, труппа, кажется, уже готова на все, только бы долгожданная встреча со зрителем произошла как можно скорее. Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.